Пару стуков молотком, и теперь беседку украшает новенький домик для будущих пернатых жильцов. Дети за всем процессом наблюдают внимательно, надеются, что птицы скоро обживут скворечники. Ведь уже начинает холодать. Зимовать в наших краях остаются воробьи, голуби, синицы, снегири. Но несмотря на умение противостоять холоду, большинство из них не доживает до весны. А такие домики помогут им согреться. Ну и, конечно же, нельзя забывать их подкармливать. Скворечники и кормушки для птиц привезли сотрудники Минприроды, но перед тем, как повесить, маленькие непосиды решили преобразить их. Где-то разукрасили яркими красками, добавили узоры, помогали с творческим заданием и воспитатели. Видите веточки? А его какие можно разукрасить, чтобы оно было похоже на настоящее? Правильно! Теперь птицы будут жить в красивых домиках, ими украсят все беседки, а еще появятся кормушки. Греться и подкармливать пернатых смогут и в других дошкольных учреждениях. Все в рамках акции по экопросвещению. Она часть нацпроекта «Экология». Среди дошколят она проводится впервые. Дети своими руками разукрасили скворечники, и с их помощью мы будем показывать им, нашим маленьким гражданам, о том, что нужно беречь природу, окружающий мир и животных в том числе. И в этой части мы им хотим показать о том, что природа – это очаг, главный наш очаг, который надо беречь, и будем закладывать, будем показывать о том, что ее надо беречь. Заботиться о пернатых, которые скоро поселятся на территории садика, дети обещают. К тому же о птицах они знают очень много. Голуби бывают, оперение у них. Ну-ка вспомните. Еще какого цвета? Темно-синий. Почти все хотят, чтобы в скворечнике поселилась синица. Ее они видели только на картинках, но знают, чем кормить. Почему именно с цветами? Потому что если мы дадим жареные семечки, то тогда у нее будет живот болеть. Голубя, ворона и сороку, как они мне сказали, они уже видели на нашем участке и не раз. И стаи видели, и в одиночном виде видели. Нам теперь интересна именно синица. Теперь мы знаем, как она выглядит, и мы будем ждать именно эту птицу. А еще дети мечтают увидеть белку, лисицу и кролика. Воспитатели рассказывают им о флоре и фауне. Любовь к окружающей среде необходимо прививать еще в саду, уверена Зарема Барзагова. Планета – это же наш дом, а экология – это основная часть, основная база нашей планеты. То есть планета – это и есть природа. Если мы сегодня не будем о ней заботиться, не будем прививать любовь к детям, в завтрашнем дне наше будущее, наши дети от этого будут страдать. Естественно, их нужно приучать к тому, что ее нужно не только беречь, сохранять, а наоборот приумножать, добавлять и относиться к ней с любовью. Приезду гостей дети рады не меньше, чем новым домикам, потому ждут их в гости еще раз. Также в ближайшее время экологи планируют вместе с детьми высадить здесь саженцы. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24.